1 марта – Всемирный день гражданской обороны. В настоящее время это отлаженная и эффективно работающая система, оказывающая экстренную помощь при форс-мажорных ситуациях не только в нашей стране, но и за рубежом. В ее состав входит противопожарная служба, войска гражданской обороны, авиация, поисково-спасательные подразделения, работающие в круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные происшествия. Гражданская оборона – это система мер, направленная на подготовку к защите и защиту населения, материальных и культурных ценностей на территории страны от опасностей, возникающих во время военных действий. Гражданская оборона является одной из важных функций государства, обеспечивает оборонное строительство и безопасность населения страны. Первым серьезным испытанием гражданской обороны стала Великая Отечественная война. Подразделения противовоздушной обороны во время Великой Отечественной войны обезвредили 40 тысяч зажигательных бомб, потушили 2700 пожаров, ликвидировали 3000 крупных аварий. В те же годы впервые была организована система защиты населения, которая сохранила жизни тысячи мирных граждан. История создания и преобразования Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан в соответствии с указом президента о реформе системы государственного управления Республики Казахстан от 6 августа 2014 года МЧС было реорганизовано в Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел. Анализ исторического пути Казахстана убедительно свидетельствует, что своим нынешними достижениями наша страна во многом обязана первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. Именно он разрабатывал и определял стратегию модернизации. Он внес на себе всю тяжесть политической и исторической ответственности за судьбу реформ, за судьбу страны. В Казахстане могут произойти практически все существующие чрезвычайные ситуации природного характера. Да и техногенные аварии, к сожалению, не всегда обходят стороной отечественные промышленные объекты. Каждый день Казахстан подвергается риску. Но где бы человека не застала трагедия, в какой бы точке страны не разыгралась стихия, на помощь ему всегда приходят смелые ребята, профессия которых – спасать людей. Спасать из огня, спасать из воды, спасать тогда, когда, казалось бы, спасти уже нельзя. Ежедневная борьба, кропотливый труд – готовность немедленно принимать важные решения – все это служба смелых и отважных спасателей. Одним из задач главной гражданской обороны является обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций, оповещение населения об опасности. Это должен знать каждый. Сигналы гражданской обороны в мирное время. Единственный предупредительный сигнал – внимание всем. Способ передачи сиренами, производственными и транспортными гудками. Действие по сигналу включить радио, телеприемник для прослушивания экстренного сообщения. Во время экстренных ситуаций по радио и телевидению звучат текстовые сообщения. Внимание! Говорит штаб гражданской обороны. Граждане! Произошла авария на комбинате с выбросом сильнодействующего ядовитого вещества аммиака. Действия населения. Надеть противогазы или ватно-марлевые повязки. Взять документы. Выйти из зоны заражения, следовать в безопасное место, убежище.
Каждый должен уметь защитить себя и своих близких. В случае опасности мирного неба вам. Спасибо за внимание. До новых встреч.